بيرتكس شك بوليروي أيضا باش ما الله ديغر دوشي ويتغن صديبي دات وي ديستغلوش بيش ألسم خيربو نهو ريغلامنت سان شيك إلش 5 минут, 6 минут, 5 минут, شيء выступление сократить я же дух бу бестрелуш беш дух бу эши ويتغن صبيح كسر чехия радига досущих мыслей. Возвестно за Тихоберт Кивелвой. Спасибо. Удачи нашей конференции. Следующее приветственное слово и краткое выступление министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Аминат Саиева. Маша Долса Махкой. Лерми Межри. Хамсу Ижери. Шукус Дахкан Жол Хазахит. Дерес Хел Шон Генер Дахкан Хардушо. Дукахберш. Генер Минаш Кузвол Шахит. Уважаемые участники конференции, приветствую всех на нашем сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, у нас будет плодотворная работа. Прежде чем начать свое выступление, я хотела бы зачитать вам текст, который написал легендарный человек Альгирдас Эндрюкайтис. 30 с лишним лет он был вовлечен в чеченские вопросы. Много раз бывал в Чеченской Республике. И рьяно защищал интересы Чечении на всех уровнях, и на международных, и в Литовской Республике. Он бывший член парламента Литвы и сигнатор акта независимости Литовской Республики от 11 марта 1990 года. Вот его слова в наш адрес. Высоко оценивая вашу встречу вдали от вашей земли, мы понимаем, что все дорогое и святое не забыто. К сожалению, хищническая жажда Российской империи все еще существует. В резолюции Сената Соединенных Штатов Америки от 30 марта 2000 года сказано: выражая мнение Сената об отношениях Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией, с учетом ситуации в Чечении, утверждается, что Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, несет прямую ответственность за военные преступления и злодеяния, совершенные против чеченского народа. Также бесспорно жестокая империя действует и в Украине. В резолюции Сената США от 15 февраля 2001 года выражено мнение Сената США о депортации чеченского народа в Среднюю Азию в 1944 году и по другому поводу. Цитирую: «Нынешнюю войну в Чечении следует оценивать в историческом контексте неоднократных обид, причиненных чеченскому народу российским государством. Точнее невозможно выразить, говорит, пишет Альгирдас Эндрюкайтис. Империя мыслит только по-имперски. Вам нелегко жить вдали от Родины. История возложила на вас тяжкий груз. Но вы не забыли своего прошлого. Байсангуру из Биноя пришлось не легче на Кавказе. По утверждению мировых мыслителей, сегодня в мире наблюдается кризис цивилизации. Вам предстоит перестроить исторический мир самостоятельно. Позаботьтесь о том, чтобы будущее свободной Чечении строилось бы умами и сердцами идеалистов. С уважением и гордостью, Альгирдас Эндрюкайтис». От его имени спасибо.
Уважаемые дорогие участники конференции, поскольку сегодня наше мероприятие посвящено 32-й годовщине декларации, принятой Коммунистическим Верховным Советом за год до распада СССР, хочу сказать несколько вещей об этой декларации. Она принята 27 ноября 1990 года. И проголосовали за эту декларацию единогласно весь Коммунистический Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики. Декларация состоит из 19 статей. В преамбуле этого исторического документа сказано: Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, цитирую, выражая волю народа Чечено-Ингушетии, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского и ингушского народов и их национальной государственностью, уважая права и интересы представителей всех национальностей, проживающих в Чечено-Ингушетии, в целях создания условий для полноценного политического, экономического, социального и культурного развития народа, торжественно провозглашает государственный суверенитет Чечено-Ингушской Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство. Конец цитаты. Надо отметить, что данная декларация принята, как я уже сказала, за год до распуска СССР. Еще номинально сохранялась советская власть. И в таких условиях принятая декларация была почти идеальной по содержанию, если бы не статьи 7 и 16. В статье 7 читаем: ни одна политическая партия, общественная организация, а также группы или отдельные лица не могут выступать от имени народа Чечено-Ингушской Республики. Исключительное право выступать от имени народа Чечено-Ингушетии имеет только Верховный Совет, высший орган власти Чечено-Ингушской Республики. Верховный Совет может принять к своему рассмотрению любой вопрос государственной и общественной жизни республики. Конец цитаты. Если придерживаться этого пункта декларации, то выходило, что Общенациональный конгресс чеченского народа, который уже существовал, как общественная организация, которая на самом деле представляла весь народ Чечено-Ингушетии, был нелегитимен. Я вот поэтому и говорю, что какие-то пункты этой декларации все-таки они противоречили общему историческому пути. А в статье 16 написано: любые попытки неконституционным путем изменить государственный строй в Чечено-Ингушской Республике являются тягчайшим преступлением против ее народа. Конец цитаты. Вот эти два пункта, о котором я уже говорила. Также в декларации в статье 17 уже была заложена идея подписания союзного договора с Россией. Пусть и с оговоркой. Безусловно, в тот сложный исторический период данная декларация имела огромный успех у народа. Но последующие события в Чечне, имея в виду активную деятельность Общенационального конгресса чеченского народа, объявление в сентябре 1991 года независимости Чечении и выборы парламента и президента 27 октября 1991 года привели к нивелированию данной декларации. Кстати, большинство республик, входивших в СССР, приняли подобные декларации с разными, правда, там, статьями и содержанием, но, в принципе, они все были приняты как декларация о суверенитете. Потому и Борис Ельцин и сказал: парад суверенитетов. Однако я должна отметить, что для чеченского народа данная декларация имела особое значение. Ввиду того, что декларация устанавливала и защищала права именно чеченского народа, и ингушского, конечно, которые были попраны коммунистическим режимом. События в Чеченской Республике 32-летней давности заложили основу чеченской государственности, навсегда изменив умонастроение чеченцев.
и политические реалии как в нашей стране, так и вокруг. Теперь о другом. Каждая эпоха воспринимается современниками как неповторимая и во многом переломная. Кто может усомниться в том, что мы, жители 21 века, переживаем кризисный период мирового развития, сопровождающийся серьезными потрясениями? Анализ мировой политики на современном этапе показывает, что одним из главных факторов, определяющих ее суть, является тезис: мир стремительно меняется. И как показывают факты, этот тезис отражает серьезные геополитические реалии сегодняшнего дня. Отвлекаясь от общего мнения, безусловно, необходимо сказать, что развязанная Россией военная агрессия против Украины станет тем триггером, который в конце концов приведет к изменению геополитического ландшафта Российской Федерации. О важности Украины лучше всего сказал американский государственный деятель Збигнев Бжезинский. Цитирую: «Россия может быть либо империей, либо демократией, но тем и другим одновременно не может быть. Без Украины Россия перестанет быть империей. С Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю». Но мы сегодня являемся свидетелями того, что, к счастью, этого не случится. Нынешние события в Украине пока указывают на совершенно очевидный факт. Имперская Россия прекрасно знает, что Украина – это ее погибель. Военные успехи украинской армии приближают и ускоряют неизбежный распад и демонтаж Российской Федерации. Распад России очень важен для закабаленных народов Российской Федерации, которые веками жаждут свободы от империи. И в этом контексте мы видим, что в российских регионах усилились центробежные процессы, которые постепенно приобретают организационные контуры. Очевидно, что распад России начнется с Северного Кавказа, где уже активно начались протесты против мобилизации, пополняющая расходный живой материал в преступной российской войне против Украины. Даже самый лояльный президенту Путину Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская республика в несколько раз превысила необходимую квоту по мобилизации. Давно известно, что Северный Кавказ и в особенности Чечения являются ахиллесовой пятой Российской Федерации, империи. Без преувеличения, во все времена Северный Кавказ был и остается самым турбулентным регионом российской территории, который в час Х восстанет и обретет свободу. На протяжении всего постсоветского периода Северный Кавказ находится в фокусе международного внимания. Считаю, что наша с вами задача состоит в том, чтобы это внимание принесло бы положительные результаты как для Чечении, так и для всего Северного Кавказа. Сотрудничество с развитым демократическим миром для Кавказа является необходимостью. Если кавказцы после деоккупации желают для своих народов прогресса и развития, а не оказаться в вечном хаосе и крови. Я уверена, что мы, чеченцы, живущие в странах Запада, хорошо понимаем значение демократии и свободы. Демократия – это власть народа, как мы знаем, а чеченцы во все времена жили со своей демократией. Никто не отнимет нашу веру, древние традиции, культуру, но строительство нашего государства должно находиться в руках как идеалистов,
так и реалистов. А реальность такова. Признание государственной независимости будет зависеть от стран Запада, то есть от демократического мира. Наше государство должно соответствовать требованиям, предъявляемым к независимым странам. Для самостоятельного независимого существования государства чеченский народ имеет все. Обладание территорией, исторически принадлежащие нашему народу, богатые недра нашей земли, нефтегазовая отрасль, развитое сельское хозяйство и животноводство, возможности самообеспечения электроэнергией, вырабатываемой горными реками, туризм и многое другое. Но самое главное богатство Чечении – это наш народ. Гордый, благородный, смелый и предприимчивый, инициативный и трудоспособный, миролюбивый и милосердный, умеющий сочувствовать другим и оказывать помощь. При нынешних обстоятельствах прежде всего чеченцам нужно единство. Внутренние разногласия приведут к поражению в худшем его варианте. Очернение своего противника, бесчестная клевета, распуск слухов и прямые оскорбления не являются признаками честных, достойных и благородных мужей. Ичкерия сегодня борется не только за свою свободу. Это важно и для всех кавказцев, которые внимательно наблюдают за деятельностью чеченцев за рубежом. От вас, от нас всех зависит успех и победа на этом нелегком пути. А теперь несколько ремарок. В резолюции Верховной Рады по чеченскому вопросу, принятой 18 октября нынешнего года, сказано, что этот документ будет передан в Организацию Объединенных Наций. Что значит для нас? Да то, что в соответствии с уставом ООН мы имеем право иметь своего официального представителя в этой организации. Нужно этот вопрос проработать с юристами-международниками. Конечно, Россия может воспрепятствовать такому шагу, как постоянный член Совета Безопасности. Но для такого случая у нас есть большой козырь. Договор о мире 1997 года, подписанный президентами России и Чеченской Республики Ичкерия, в котором ясно прописано, что наши отношения должны строиться на основе международного права. Теперь я вообще последнее, заключающее, сказала бы, что несколько слов об оспаривании легитимности правительства Чеченской Республики Ичкерия. Скажу прямо, с точки зрения конституционной легитимности никто не может быть легитимен, потому что одни ушли в мир иной, другие убиты, третьи самоотстранились от веренных им народом полномочий, а страна захвачена оккупантами. А кто легитимен? Разве Путин легитимен, фейковыми выборами узурпировавший власть уже 22 года? Или Лукашенко, или некоторые другие? Безусловно, нет. Ситуация в настоящее время иная и тупиковая для такого подхода. С моей точки зрения, Ахмед Закаев заслуженно обрел полную легитимность представлять чеченский народ. В течение 20 лет без устали трудится на этом поприще, когда все другие, кто сейчас претендует на власть, молчаливо отсиживались. Я хочу напомнить нашим гостям, участникам нашей конференции, что
на нашей конференции присутствует член Житомирской областной рады Алла Мусевич. Поприветствуем ее. Добавим, что в нашей конференции также участвуют бойцы Вооруженных сил Украины и Чеченской Республики Ичкерия. Хусейн с товарищами. Приветствуем их также. Бойцы особого батальона, отдельного батальона особого назначения. Баркал Вахош. Так, сейчас мы начинаем первую сессию, и первая сессия по времени с 10 до 12:30 часов. 12:30 у нас пауза, перерыв. Первым докладчиком является председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, salam mashadul maqorchu. Masyaga. Azvezan waj Allah dal moksh mashli dol shudal ash'ar bi khaniqa wa ta'an ghoshaq yadar Allah dal shi du'a dol busul ma'ana нохчу mana пойди дол везендела. Для начального своего слова я хочу еще раз поблагодарить организаторов данного форума и также поблагодарить наших гостей, которые прибыли с разных стран мира, Европы. И в частности, я еще раз приветствую Аллу, нашего верного друга, который сегодня находится, также страна ее находится в войне, но несмотря на это, она прибыла сюда на нашу конференцию. Приветствую и еще раз благодарю Аллу. Также по этому поводу сегодня прибыли сюда бойцы отдельного батальона особого назначения в иностранном регионе Украины, майор Хусейн Джамбетов и капитан Мурат. Теперь относительно нашей встречи и нашей конференции. Да, действительно, как говорили предшествующие ораторы, мы эту конференцию планировали еще задолго до последних событий. То есть 32-я годовщина, как и все другие даты, мы всегда отмечали и проводили или круглые столы, или конференции. А в этом году это было еще особенно, имеет для нас эпохальное значение, потому что то, что мы начали 32 года назад, сегодня впервые, наверное, уже в октябре месяце, благодаря мужественному украинскому народу и их руководству, Чеченская Республика Ичкерия была признана независимым государством. Хотя в постановлении Рады нет такой формулировки, там сказано о том, что территория Чеченской Республики Ичкерия находится под российской оккупацией. А это и есть не что иное, как признание права за чеченским народом на свою государственность, что эта страна была независимой, суверенной, и в результате российской агрессии она оккупирована. Мы еще раз выражаем благодарность нашим партнерам с Украины и великому украинскому народу, который сегодня удивил весь мир своей волей к свободе, своим бесстрашием и готовностью пожертвовать ради свободы и ради независимости. Это пример всему человечеству, как нужно бороться за свою независимость, как нужно жертвовать собой ради своего государства и ради свободы и ради будущего своих потомков. И мы, конечно, то, что сегодня происходит в Украине, это не началось 24 февраля 2022 году. Это началось задолго до этого. Это началось 11 декабря, отдельно, если взять отдельную дату, 11 декабря 1994 году, когда указ Ельцина был подписан о начале агрессии
против чеченского государства и против чеченского народа. И с этого времени безнаказанность и вседозволенность привели к тому, что сегодня эта страна в лице Российской империи представляет угрозу всему человечеству. И сегодня мир наконец-то осознал то, что они... То, на что они закрывали глаза все последние 30 лет, когда происходило убийство и чеченского народа, и грузинского народа, и азербайджанцев, и ингушей, и многих других национальностей, которые подвергались со стороны России геноциду. И сегодня, когда украинцы начали оказывать сопротивление, и мир понял, что вот это та нация и тот народ, который в состоянии сокрушить Российскую империю, мир начал поддерживать эту страну. И мы со своей стороны приложили все усилия, чтобы Украина победила в этой войне. Мы были одними из первых даже тогда, когда Соединенные Штаты Америки и другие государства и члены НАТО молчали, когда Путин совершил агрессию против Украины. Они смирились с тем, что Путину все дозволено. И они были уверены в том, что украинский народ сложит свои руки и покорится агрессору. Но этого не произошло. Но мы, не дожидаясь этих событий и не дожидаясь того, что может и что последует за этим, 26 февраля Государственный комитет деоккупации ЧРИ в этой стране, в Брюсселе, мы провели конференцию, где было принято решение оказать поддержку украинскому народу. И мы с этого дня начали формирование наших батальонов для отправки в Украину для отражения российской агрессии. Но в том же заявлении, которое мы сделали, мы оговорили возможность нашего участия. Это заключение соглашения между нашими государствами о военном сотрудничестве. И 28 числа президент Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона, что открывало нам возможности активно включиться в борьбу против российских агрессоров на территории Украины. И с этого дня мы практически начали принимать активное участие и в отражении российской агрессии, и в формировании наших батальонов. То есть было заключено межведомственное соглашение между нашими структурами, Министерством обороны Украины и Министерством обороны Чеченской Республики Ичкерия. 2 марта это соглашение было подписано. С этого времени мы начинаем новый этап взаимоотношений России и Украины. Как говорил великий сын чеченского народа, легендарный первый президент Чечни Джохар Дудаев, солнце свободы для Кавказа взойдет в Украине. И мы стали свидетелями этого. И сегодня не только чеченский народ, но и все страны и народы, которые хотят освободиться от российского ига, подключаются, начинают поддерживать и украинцев, и чеченцев. И на фоне вот всех этих событий, когда только что Украина признала независимость нашей страны, появились люди, которые хотели каким-то образом омрачить вот это эпохальное событие. Оно действительно эпохальное, потому что начиная с 90-го года, когда была принята государственная декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, с этого времени весь этот политический процесс включал в себе величайшую трагедию чеченского народа. Мы в результате этой нашей борьбы за независимость потеряли более 300 тысяч только гражданского населения. Среди них 42 тысячи детей. И сегодня кто-то предлагает нам перечеркнуть нашу историю, забыть это все и начинать с новой страницы, с чистого листа. Что это означает? Это предательство или заблуждение? До вчерашнего дня я хотел верить, что это заблуждение. Но вчера абсолютно очевидным стало то, что 17 человек своей волей решили перечеркнуть нашу историю. Героическую историю чеченского народа, поставив мировое сообщество перед дилеммой признать за чеченским народом право на свою независимость, право требовать и призывать к ответственности военных преступников за совершенные преступления, или же сегодня, доверившись вот этим
сегодняшним испеченным политикам сказать, что да, вот с сегодняшнего дня начинается этап борьбы чеченского народа. Нет, дорогие мои, чеченский народ заплатил слишком большую цену за эту свободу и за независимость, с тем, чтобы смириться с вашими авантюрами и манипуляцией чеченского общества. И в данном случае чеченское общество этому не подвержено. Но, к большому сожалению, европейские общественности принимают все это за какую-то чистую монету и пытаются оформить это каким-то образом как политическую оппозицию. Это не политическая оппозиция, это диверсия против чеченского государства, это предательство чеченского народа за то, что они сегодня пытаются перекрасить или переписать историю. Вы сегодня стали свидетелями, мы стали свидетелями того, что чеченский народ это не допустит. Я понимаю, что есть силы, которые сегодня пытаются, еще не потеряли надежду вернуть Чечню, послевоенную Чечню, после нашей победы, после деоккупации, опять ввергнуть Чечню вот в тот хаос, который творился между двумя войнами на территории Чеченской Республики. Но я ответственно заявляю всем вам и тем силам, которые стоят за этими людьми, этого мы больше не допустим, иншаллах. Чеченский народ этого больше не допустит. И мы будем отстаивать право чеченского народа на свою государственность, на свободу и на независимость. Иншаллах. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Машу и только машу. Свобода, свобода и еще раз свобода, иншаллах. А сегодня я хочу, пользуясь возможностью или предоставленной нам возможностью и таким удачным моментом, подчеркнуть еще раз, что все это, то, что мы сегодня собрались здесь, то, что мы сегодня опять окрылены возможностью отстоять нашу свободу. И в этой ситуации мы еще раз должны поблагодарить тех, кто сегодня так или иначе причастен к нашей великой победе, к нашему торжеству победы, к нашему стремлению к справедливости. Это Украина и украинский народ. И сегодня от вашего имени и от имени нашего правительства и правительственных структур мы подписали 2 соглашения, которые я хочу огласить сегодня здесь, пока мы здесь вместе. 2 постановления. Первое, номер 67. Ассаламу алейкум, салам машал. До йога кел хабяхкан хайшишка, вы напашка. Сейчас я оглашу постановление Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за номером 67 от сегодняшнего дня. Во имя Аллаха, милостивого, милующего. Постановление. Владимир Зеленский, выдающийся сын украинского народа, чье имя непременно станет символом гордости, непоколебимости и верности заветам великих сынов Украины, гетманов Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепа и выдающегося деятеля современности Вячеслава Черновила, покрывшего себя неувидаемой славой среди украинского народа. Владимир Зеленский, несмотря на отсутствие политической практики и военных навыков, сумел воплотить в себе все политические качества политика и руководителя. Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами. За выдающиеся заслуги и самоотверженные действия за свободу и демократию во всем мире, за личные заслуги перед чеченским народом, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет наградить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом Оман-Си, честь нации. Второе. Кавалера ордена Оман-Си Владимира Зеленского наградить орденом имени Джахара Дудаева.
Постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель Кабинета министров Ахмед Закаев. И второе постановление за номером 68 от сегодняшнего дня. Во имя Аллаха Милостивого, Милующего. Постановление. В тяжелейший период истории, когда возникла реальная угроза потери государственности, представители органов государственной власти Украины достойно приняли вызов и стали на защиту своего Отечества. Преодолев политические распри, отодвинув на задний план личностные отношения, проявив при этом мудрость и политическую зрелость перед нависшей угрозой, военное и политическое руководство Украины сплотило украинский народ и защитило основы государственности. Показательна роль Верховной Рады Украины, всех ее депутатов в вопросе признания чеченской государственности, признания оккупации Чеченской Республики Ичкерия и геноцида чеченского народа. Это историческое событие станет доминантом дружбы между народами Украины и Чеченской Республики Ичкерия. В целях укрепления дружественных связей между народами Украины и Чеченской Республики Ичкерия за самоотверженные действия на пути к свободе и демократии во всем мире, за особые заслуги перед чеченским народом Верховной Рады Украины, руководствуясь статьями 79, 80, 80 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет выразить от имени чеченского народа и правительства Чеченской Республики Ичкерия благодарность всем депутатам Верховной Рады Украины за принципиальную, честную и гражданскую позицию в вопросах признания чеченской государственности, оккупации Чеченской Республики Ичкерия и геноцида чеченского народа. Второе. В знак особого признания и в целях укрепления дружеских отношений между народами Украины и Чеченской Республики Ичкерия переименовать площадь Дружбы народов города Джахар, Грозный, в площадь имени Верховной Рады Украины. Постановление вступает в силу со дня его подписания председателя Кабинета министров Ахмед Закаев. Там есть еще одно постановление, которое я хочу сегодня здесь озвучить. Оно как раз касается нашей стратегии, нашей кадровой политики. Некоторые люди нас пытаются критиковать и пытаются за нами закрепить ярлык, что мы старики, старые дряхлые старики, не уступаем дорогу чеченской молодежи и молодым политикам. Я вас уверяю, это не так. Мы готовы, и мы делаем все, чтобы воспитать молодых людей, которые продолжат наше дело, которые обязаны завершить этот путь и в последующем взять на себя ответственность за будущее нашего народа и нашего государства. И такую работу мы сегодня проводим. Сегодня мы, по нашим подсчетам, в мире и в странах Европы и Запада работают десятки молодых чеченцев в системе, в банковской системе. Также десятки молодых чеченцев и ингушей работают сегодня в юриспруденции, работают адвокатами и юристами, врачами и инженерами. И вот все это, то, что мы сегодня обретаем здесь в Европе, это и ляжет в основу будущего нашего государства. Но для того, чтобы мы окрепли, мы восстановили свою государственность, нам необходимо будет международная поддержка. И в связи с этим я сделал заявление о том, что в перспективе, в будущем Чеченская Республика Ичкерия должна находиться под международным протекторатом хотя бы 5 лет, 10 лет. Я не знаю, сколько это займет. Но нужно понимать, тут же сразу критики схватились за то, что Закаев лишает чеченский народ и чеченское государство суверенитета. Нет, это не я буду делать. Это будут делать те молодые люди, которые будут продолжать наше дело. Наше дело старых джахаровских гвардейцев завершить и поставить точку в этой борьбе, чтобы мы освободили нашу страну, чтобы мы передали эстафету нашей молодежи и молодым людям, которые должны продолжить нашу борьбу, но уже не борьбу за выживание, а борьбу на созидание и укрепление нашей государственности. И одним из тех молодых людей, которых мы привлекли в последнее время к нашей работе, является человек, который сейчас, Абдулла нас познакомит с постановлением, которое я подписал несколько недель назад. Но мы ждали этого дня, чтобы
как официально и торжественно вручить ему вот это постановление. В контексте сказанного Ахмедом Закаем я зачитаю постановление номер 59 от 16 октября 2022 года. Во имя Аллаха, милостивого, милующего, постановление. В соответствии с положением о дипломатическом представительстве за рубежом и на основании представления министра иностранных дел ЧРИ Аминат Саиевой, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет назначить Шамиля Албакова почетным консулом Чеченской Республики Ичкерия Французской Республики. Почетному консулу Чеченской Республики Ичкерия направить работу на взаимодействие с органами государственной власти, общественно-политическими и с иными организациями. Контроль за исполнением оставляя за собой, постановление вступает в силу со дня подписания. Председатель Кабинета министров Аз Закаев. Я на этом закончу. У меня время истекло, да? Ну, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шадеш марша догил. Аллаху хар гола ма арвав шакетара да беркати войл бай масана шундерес хал ишт суна штидерна Ахмадана так ор министр иностранных дел амнатана так ок пач халкин халбел кахеш болчар масана дерес хал да сидол шунт сунта белон болбу док жопалду так сундала эхту бойл хоктя чаквала октяга غدت أخ ووش ناقصتل ديش ووش بديش داور دوي أخ شو مسألة ديلسي دول هو أربع كان بنيقة شق باللت هذا ويقومنا ويبحث حلقنا بوسوقنا أنا بوسوق دينا بيني خبوش خليل هناك شو مسألة ديريس خل j'aimerais aussi m'exprimer en français donc je remercie beaucoup le Premier ministre de la République tchétchène d'Ichkérie Ahmed Zakaev pour la confiance de me nommer consul honoraire de la République tchétchène d'Ichkérie en France. Je remercie aussi tous les membres du gouvernement tchétchène de la République tchétchène d'Ichkérie en exil pour leur confiance. Et je vais tout faire pour mener le travail correctement et au profit de notre nation, de notre État et de notre peuple. Благодарю всех за оказанное доверие. Надеюсь, что мы все будем друг другу помогать и исполнять все, каждый нашу обязанность. еще одну минуту я хочу представить Хаважи, подполковника, замкомандира батальона особого назначения Зумсо. Ассаламу алейкум. Наши бойцы специально выехали оттуда на наше мероприятие, и скоро они должны вернуться обратно. Аллах дал, алш дуэль дал, диканс холшот улвай цигавизен дел. Баркал дал си дуэль шо. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Харвай нохче хани юшан, харвай нохче эскардушан, иншаллах, дал мула. Таган от Украине, вай армии метхут шушан, и метхуат яшушан, и дух хокмолшан, и ахадушан, дал мула. Дал си дуэль акбар. Амин. Баркал Амад, вежде вахошу. Так, продолжаем нашу конференцию. Алхамдулилlah, машаллах. Очень хорошее начало. Следующий, так, первая сессия. Да. Я долго нахожусь здесь. Но нет, я обязан просто это сделать. Я хочу вручить
паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия Хусейну Джамбетову. Ассаламу алейкум. Арва ичкерийский паспорт душин. Жумсо, ассаламу алейкум. Паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Муслим, ассаламу алейкум. Паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Теперь я на некоторое время отойду. Мегерду и дал я и бедки. Amen, amen. Dalt ja berkat yul. Dal ويقوم на почалт беркет ролилерк энти дона соответствует. Дальше и продолжаем нашу работу. Вторая сессия, первая сессия. Сейчас выступление в прениях. Первое слово предоставляется Рамзану Магомадову. Мы все его знаем как Басхан, президент Ассоциации Союза чеченцев Франции. Следующий выступающий будет Лачин Мамишев, почетный консул Швейцарии. Выступление 5-минутное. Bismillahirrahmanirrahim. Way no chuma ta'khir do dotsa почалки алятна халхар хаттер way почалки бусул почалки хилерца ичкери ар тахан ё хан кез хилерца way ар way хаттер дадосч хирду ар дит дахчи куна дох дитерду ама way дадостерду и хаттер югат я продолжить ди дольше дешенчнага юк дил дизеш дольше халгар хаттер ичкери бусул почалки ер ясер шолгар хаттер имарат почалки колиш ер ясер ишт остя да чек дохр дот сажубус инша чеко яц нохчи республик ичкери из бусул почалки хилерца Чеченская республика Ичкерия алла шие чух шие дин İslam kırdırışı dakikın paçaltı yüze. Caharsa 95 mı ve tonda belki ve yoğuş paçaltı busul paçaltı hırval su dakikını dalgazot kolboldan termasıyla şu yandır biyası iç ahine berit mahkeme yoluşa şark sudiş yoluşa nokçu çuh dakikınır dalgazot kolboldan Aslan Mashados Shapachach Mahku Dunyano признат беш хажен вах инчултяха Aslan Mashados ичаириза ишта кашарчаха юшуч пачалти бусул пачалти юлуша хадя дехнавой иншаллах шолт он бол белчи Aslan Mashado главнокомандующий Ольша ши эзер шол шараха Aslan Mashadоса илятна way düzene way yoğuşur façaltı busul khiriyal sult yaha osunt yaha way bartkhilla damla dost dis hajruso way tahatter duh yoğuşur façaltı shint am yuq akhilor way matgina historia yahar shayn shaha tarikh yah noqchi tarikh akhilla doçur façaltı busul façaltı yoluş Elim şnahtini daga ediyoruz. Dünya şaboyş bolç elim şnahtini zaynaq doş o bol bine os metyaha. Da tamo no olvosa yaş. Da tarih istori noqchi istoria. Da waynha ibusul paçalqi dünyanı boyş bolçu o elim şnahtini serse elet şu busul paçalqiyat aşqiyiz wajir qayqudiyat sa'alla iz khaahush idoza doyşa suna Paçalki kwellen çult ya iço diye preço diye oşo diye konu hotel kuk iriyor dayı. Sak şurat monş düser das ama way paçalki yerşun. Way paçaş busul paçay boş paçalki şorşa dehne düşmoy inşallah. Way miçagina paçaha şer'i veç. Tasto jimstaksini
وخوش بيز كون كل حكم كل وخش دوت بيسدوي دار مولان شلون خاطر أموي حلقة دوي بيرش دوشتون خاطر إمارات بتشالقي يوشاش ألا إمارات كوكاز قيخير صناخ ويا إشتبه نشون الله سأوي سنسيت يقيد يشدات شنوي غالطو يخا ديش دوي هو كنت يعوي تل مش بنا هو كنت يعوي ديسنا بتشالقي داخل كوشخلشي بتشالقي كلش كل بتشالقي قي كوشخينا أس بتشالقين أحكامش دوز يزوي يقي كوش وتشن أحكامش أس أهلو ويها شاء علم الدين شاء قي كوشرشلو بتشالقين تون أهلو وي إذا أحسن بيعة ده حسن متأخلة تون برنامج تيجي إشاء نتبول شوي تو قي كنيرشل برنامج إلهش أتخلق وإلهش سان غير مزالين هم دويتون سان دادل هم دويتون ولا علم نه بريتان أس علم شناه تيج أهلين دري سار وين يلا زي بيدي دري تيجا أبريني تلنت أم دعبيو دش برش كيف كاس شوح ماخش كاتسنا حنش كاتس كيجي توب نشورش مخ حجر دعبي قن تاكو قدرة متر حجر يوج حكر ساعهم دوج هاي أمر هاي ميك الرجين دعك كي هاي نيت بوج شام يلدون قام لات ميلدون حجر دعك قن دوش وي ميشر قيقولي وي هو قيقولي سون أهلو دوي وي دات خلا دات وي بقويات جهل لي إبو وي إذا وي صحات تشتهون عدين مسخادو ولشخينه عبد الحليم ولشخينه در برنامج حيوخ شر برنامج أتون بروجكتير حيوخ صداقة قديش در بوش در دير مسخادو استيسا ياسناي عبد الحليم استيسا ياسناي عبد الحليم وي محكح بوليتيك تيحولش علم سأولش حكمة تورش مدرس تورش قونا هورش كنتور شيء قوم كنتور دين آراء دنيا آراء بوليتيك آراء مصومة شيء جمال لسه شيء حلق إباء يهم در إتلاس دعوان قونا دعوان كنتويز سوى ثلاث نئي سوى شاه جهر يندر بيو أصلا شيء حلق لشه إيش تبغرشنا أذنو عشان تكويروال إيش داخلهم إيش لازم قبول دلتي مثلا دوكا وين خاتنجا ميال علم درخا وين أم قونا خليرشون علم سبوش دقة وين هورن نفور دوين وين ثاني سيد يقيش داتشون أما تسون قوان حابين بوش وطوب صحاج بود بوي إذا إيش تخيدهم بوش ها إيش تسون زتو مانت من البودة دي أنا ديك إدوانا داقو لنا تغنا وي أتقول لي أخيل شار أتحنش شعبول شار سيقول لي أخيل شار هورم مقر لوديش كي يختي وحيا زوديش دوشن إيش مسا دقبول تخيلرتا سار شورا شار برت سير تخيلرتا ما سير برت بوش إيش تخيلرتا أتار شين قاس دقا ولي شار بشتات أخوك أش حد يشتغل تيشتون قول لي أخيل شار حد يشتغل تيشتغل يتيني بوي تغن أش يازدين وعدين ديشتوشون تيعدوشتو تشورن سير تسان المستقل تديتا تسان هر يوئك تسان قسمش تبيتا وعدين ديشتوشون وتقول لي أخيل شار بوشن وي تسار أش وعدين ديشتوشون بتشالقي دعيقة إيش كيري بتشالقي دعيقة إزي برنامج إسلامسكي порядок квазо хаттен إسلامسكي порядок ألا 97 по 2007 и черчайер и программ. От исламский порядок элболчара от бусул коман хупел биерца и цаби зулум цадиана сатик. И цазулум диана цак от и черчаха от и черча شينا إيغلونك إيجي شيء تقلوه لونك أستغن إقاتشلت بي برنامج قدال سكتين. تأخر قبائل إزر سواحد لن يرشل بتشالقي إز بتشالقي إدعاء كان سموه دعوة كان ديم قي قلت داس قيوش داس وين
الله هسجاوية صوت ليقولان أرمي وأخيلا واس أشوف كاش بيرد أمي وقدين شنت أمي عشق دول ويحال كاش ويكاش ويكاش وعدي كان دي ده وحال ناهم أم هو خالي أما وي تبينا يتأمشة حول ثانية ده هي بتشالقي بوش تبينا ديل ده بيناوي يصعبوا تشابوا وي ديل ده بيناشون وي كلنا الشابش ديل ده كلنشون لا إله إلا الله أصدشتين العقلهم بوشنيش إيش شيء قحطان علم دواتش هتيه أصدشتين دعبهم بوشنيش إيش بوصل بوش كوني بوش دعبهم بوشن علم شناها تغن حد ملك شو تلمي قدوشهم دوشنا أصدشوح شيء بتشالقي خط اليوشو بتشالقي نو كيستن مسوس لول خواش شيء يقرل ونشتيني شيء بتشالقي شيء نزندرش شيء شو بوصل ديندرش شيء شو لامز مارخي درجي دورشة يبتشالقي يبوصل بتشالقي يوشن İçgeri pasabtun içgeri kılırsa ve istori haus ve tarih İslam'ın din istorik ve hayşi Peygamber del sanutun davaya çutya iç şerah Peygamber paçhalqi eduk ve Hulafa Raşidin vi halif osne vi çuh bir salitten iç şerah çutya Umavi Abbasi Osmani Fatimi paçhalqişil üç erwot khis dokum daçun Sarvo khis dokum daçun içgeri şi bolşa busul paçalqırışın xillayışın inşallah hitselta haqillo ot yarçka beşer wayında gıloçaq düyna hal ve xil boş on hiç idaqi yalagyaç sen dual xil beş way iş tağın wayn tağın dual beş bolşa tağın jaharin dual xilyoşul opozisi tağın aslanin dual xilyoşul opozisi işte opozisi yolşa hadoşdu am tağın wayn üyeşter kudu wayn sahilerdu هو تعهل هو بوي سنة تعهل ده يتدوين كحدك وزيسي لاوش دارشة شا مغنشكا وين آمل ستعدول ويسمو دارش هوك هروي تغن هرقولهم سعنتو يحجارنا ديل ريس خليل هر تغن سعناه قوس دلي اشتا داتشنر هر باچ حالقين نظام حدوش هور شرشوح هور شي بتشكا شي حدوش كز غوش بيكتوش بلاح دو غوش بيكتوش بلاح şey nizam seni hazoş düşünür. Pastır sastırını arhara genel ihliş guş düşün. Oy beş kört mu'nadu da mu'la. Dik bol beş ve goven global beş ve goven. Çekenge Umar Delreis hilsunna su olstul su eldostul deşiniş duqriyesun. İşte şuna dakavçıyla lesun. Umar sallallahu vahiy setana waynu var peygamber davana al. Vahiy setana Dikner munafik ve kerstüek busul bek hokun horan iduş ayet duş şent iduş Peygamber dersin su yuk ahvulş çünkü Huzeyf ibn Yaman boş sahabi fiset munafikin sergah yurş mil huş tağan vahiy setsen Peygamber ve yuk davan el Umar der Resulsun ve istagdik vi ruatun sanna imyal dik mubagara çünkü şiger idik hadallız Çün hadi orta dikalisini viruye idik. Çün kaydi muhela Allah'ın yok muhela. Sana istakbiyuhum yuboş. İstakbiyuhum yuboş. İviser ibiyuhum yiriyatçın oy. Sünger şeker izolum uahd ojels. Tsoliyel što çün hajens li dukoy hukumel Umar delresums. Ashabş delresiltan. İştillah تغن وين يقع حلوة ليدو والله دويبي إن الله شاوي بوس تغن جخر أصلا يندر بيو عبد الحليم إدوك الشابش دين بوش هنا سان لير ما برش تغن قزح تنها بالحاري سان ليش خل ما برش إيش بلش ليو سان دا شاريز وش عن يستوى وين السلام عليكم ورحمة الله Değerli Ramazan, dik masalda liya dik mosu ve xillik liyalik hal ve dinstal çünsani tani düzna dolş barkal tak hawsal lermi vejri wayna tahum tidmi lati turdu ve duhurda düğün daha ve yod aqaboşun selan xilçun tomar xilçun suna deg maha doşi üç bi idi sari tun hoş qiyatda çun ve İşhiyur das ve programı ve learning ve konferansı tiyatı ve birgil dağındı ama taslım tahiş sağlı ve jimta muhaktara işadu gendur das ve. Инца следующий выступающий почетный консул Чеченской Республики Ичкерия, Швейцарии Лачин Мамишев.
Нет, это ты меня прости. Я не... Мне просто поручили еще раз кое-что передать. Я хочу вручить паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Микрофон. Я хочу вручить паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия Адрахману. Адрахман, Аллах дал, я берт кюэ, вызгануч, Аллах дал, киблайн шарахту. Ассаламу алейкум. Я просто очень извиняюсь, но я обязан, это мой долг. Дело в том, что я сейчас вам расскажу очень небольшую историю. Это было после окончания Первой Чеченской войны, и правительство Чеченской Республики Ичкерия учредило ордена, награды, государственные награды. И одно из таких государственных наград было, был награжден наш национальный герой Хасуха Магомадов. И депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия Балавди Билоев инициировал этот процесс, и дошло уже постановление, парламент принял, но нужно было иметь орден. А как оказалось, когда он начал ходить по инстанциям и просить орден для того, чтобы передать его семье Хасухи Магомадова, у нас в наличии не оказалось этих орденов. Он дошел до главы администрации президента, но это ничего не помогло. И сегодня, представляете, спустя столько лет, уже сколько, 28 лет, и что сделал Балавди Билоев? Так как у нас не оказалось орденов, он снял с своей груди свой орден, Оман чести, которым он был награжден президентом Зелимхан Яндарбиев, и передал свой личный орден семье Хасухи Магомадова. И теперь уже спустя 20 с лишним лет через Украину вернулся орден Оман Си Балавди Билоева. Я хочу его вручить ему здесь. Аллаху Акбар! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dostum maşa doğrusu. Yere Oman si Hasu Magamadu Hasu ve mahkana dikvüş segver ve ere ve daduhen dolşen ve dey dabuhen molşen ve mahkada dolşena ve mahklaruş. Oz müzgişin dahlettin, oz müzgişin duhziyedin don segver ve mahkından doldin yersudan. Dokko dikkumstan, sosudana, şütreyonerdan, deputat kılırtayıp asa, çün buhdana, telatelena, sodia dokko balbir, tabulna soman çoğu dahla bir, dahl bolşi asa bol çak bekir, hunaci, çoğudin do tamtı örder sudan. Я переведу для гостей. Он рассказал коротко историю про Хасуху Магомадова, кто он такой был и в связи с чем у него возникла идея наградить. Это последний герой чеченского народа, который был убит советской властью в 1976 году. В принципе, борьба чеченского народа и борьба за сопротивление чеченского народа Советам продолжалась до 1976 года. Последний из тех, кто был убит, это был Хасуха Магомадов, и он был убит в 1976 году. И Балавди Билоев, когда закончилась Первая война, провел расследование и подготовил решение, представление о награде Хасухи Магомадова к высшим орденам Оман Си. Что я хочу отметить особенно? Шатое был начальник КГБ Салков.
полковник. Полковник Сальков. Кто-то хасу или шадин, он ивару или чункорт барбел дождь дальше. И он дал слово своему начальству, что он или приведет живого Хасуха Магомадова, или принесет его голову к ногам своему начальству. И Хасуха написал короткую записочку через его жену. Следи за своим мужем, если он тебе дорог, сделай так, чтобы он меня не преследовал, или я его убью. Один прекрасный день Хасуха пришел в село к своему другу. Кто-то донес эту информацию, что Хасуха находится в гостях у своего друга, и он не задействовал в этой операции ни одного чеченца и ингуша. Он пригласил специальный спецназ города Грозного, чтобы окружить это место, где находился Хасуха Магомадов. Iad, abrios, met kerten, dik kordos, abrios. Tigaldon, erjoch kood ellet, ialdon, metkdon, beristik ahoshen gelir automatisch sadon, ashitsagdon. Он окружил этот дом. Дом находился на краю пропасти. Задние окна выходили к пропасти. И Сальков, будучи уверенным в том, что он попытается именно через этот задний, через окна и через эту пропасть уйти, он устроил засаду именно в этом месте, поставив там 12 человек. И он разбил стекло и бросил в комнату, где находился Хасуха Магомадов, дымовую шашку. И Хасуха взял дымовую шашку и бросил его в печь, которая находилась в доме. И сразу он решил, что вернее, предусмотрел, что он может войти через дверь, и он из комнаты вышел в коридор и стал за дверью. За шторами двери, он стал за шторками двери. Хасухе было 72 года. Тот зашел и вытащил пистолет и хотел застрелить его. И в этот момент Хасуха нанес удар кинжалом, схватил его руку. И он спокойно вышел, и через ущелье ушел, но вслед кто-то выстрелил и ранил ему ногу. Влады, сейчас Елена Фатуга ждет нас, пожалуйста, закончим. И парламент взял все это во внимание и наградил его орденом Оман-Си. И парламент лишил Оман-Си ордена Белаева Балады, а мы его сегодня вернули ему. Все. Да, мы сейчас да, экспромт, конечно, хорошая вещь, но мы выбиваемся из регламента. Так, сейчас следующий по графику у нас должен был Лачин, но Лачин мы перенесем. Следующий выступающий Андрей. Подключить, пожалуйста, депутат Европарламента от Польши, друг чеченского народа и его государства Анна Фотыга. Dear friends,
I address you from Strasbourg, from premises of the European Parliament during plenary session immediately after adoption of the European Parliament resolution calling Russia state sponsor of terrorism. I warmly welcome all the Chechen Republic of Ichkeria, independence of Chechen Republic of Ichkeria on the 32nd anniversary of adoption of its Declaration of Independence. I think that this occasion is really symbolic. Within the European Parliament resolution, we were able to mention Chechnya and suffering of Chechen people during two wars waged by Kremlin, by Russian Federation against ethnicity, against Chechens, and their resistance, their fight for independence. We Poles suffering during 123 years of partition, subordinated variety of powers. We know how important it is to have freedom, and therefore I'm really happy that also the ECR, my amendment, mentioning Johar Dudayev in this resolution was adopted. So there is this remembering of your suffering and support for your cause. You enjoy a real, very warm sentiment of Poles. Many of you still find refuge in countries of our region, including my country. I wish you all the best and believe that we feel the same. We understand struggle for sovereignty, independence, freedom, for ability to shape your future according to your own wishes. I understand that you also would like to name all those who perished during two wars against Chechnya, including thousands of kids there that were victims, perished during those wars. All the best. Long live Chechnya. Это была Анна Фатыга. Это была Анна Фатыга. Анна Фатыга, благодарим ее, депутат Европарламента. Запись была сделана предварительно, мы сейчас ее выставили. Андрей, как у нас онлайн сейчас? Лачин, да? Да, все отлично. Идем. Онлайн? Тогда Лачин. Лачин. Экспромт закончился. Почетный консул Чеченской Республики Ичкерия Лачин Мамишев. Лачин. Как раз воспользуйтесь момент, не Лачин, Лачин без ударения. Миша, микрофон. Работает? Все. Салам алейкум, Маша Дора. Я всех приветствую, всех, кто тут приехал принимать участие с нами. И всех, кто сейчас нас онлайн смотрит, в нескольких каналах идет прямая трансляция. И воспользуясь моментом, я хочу маленький такой объяснение дать. И много это вопрос мне задаются, что
азербайджанец, ты не знаю кто. Для меня это мое понимание. Если эти пещерные люди нас называют лицо кавказской национальности, чем я лично горд. Мы не должны делиться на чеченцев, на грузин, на азербайджанцев, на дагестанцев. Моя нация – это лицо кавказской национальности. Я кавказец, я этим горд. Это в первую очередь. Хочу еще сказать, для меня вот хорошо, что Ахмед сделал вот этот сюрприз, потому что я слушал вступление, эмоции у меня так зашкаливали, я боялся, что я вдруг заплачу, ну слезы пойдут, потому что я очень волнуюсь. Сегодняшний день – исторический день. И сегодняшние дни мы свидетели исторических событий, о чем мечтали наши предки. Нет ни одной кавказской семьи, чтобы этот русский мир никого из них не убил. Мой друг детства, которого мы все любили, уважали, во время Первой Карабахской войны был убит русским снайпером. Спустя 10 дней мать покончила жизнь самоубийством, самосожжением. Через 30 дней у отца инсульт, он скончался, 4 сирот остались. А что касается чеченского народа, весь мир провинился перед этим героическим народом, весь мир. Потому что когда убивали чеченцев, землей равняли деревни, города, весь мир отвернулся, что это внутреннее дело России. А как сказал великий Джохар, я всегда это цитирую, теперь все поняли, что Джохар был прав. Весь мир, Европа, внутреннее дело России. У этой коротышки такой амбиции. Я лично очень горд, что я являюсь гражданином Чеченской Республики Ичкерии. И в то же время я очень горд, я являюсь представителем, консулом Чеченской Республики Ичкерии. И в то же время я горд тем, что я являюсь представителем Международной ассоциации мира права человека, вместе которой чеченское правительство Ичкерии подали этот исторический иск в этот исторический день, день депортации чеченского народа. 23 февраля 2018 года мы подали иск в Международный уголовный суд, где высшее военное руководство террористического государства обвиняется в военных преступлениях геноцида против чеченского народа. И я очень признателен, особо хочу выделить, во мне, мой отец покойный меня воспитал в самых таких лучших кавказских традициях. И в то же время, поскольку во мне питалось уже немножко чеченской менталитета, поскольку я окружен чеченцами. Из политэмигрантов Азербайджана в Европе можно пальцами считать, с кем я дружу, держу отношения, потому что в моей стране наша оппозиция, к большому сожалению, находится в кармане спецслужб России и Ирана. И в то же время получают гранты с Европы. Я не хотел быть одним из них. И именно поэтому я горд, что я в сопротивлении Кавказа передовом, рядом с легендарным Ахмадзакаевым, легендарным Саидом Ибрагимовым, представителем которого я являюсь. И эмоции так зашкаливают, что сбиваюсь, говорит я. И я в этом абсолютно убежден, что они сядут на скамье подсудимых, когда мы будем в шикарных костюмах, галстуках, чохе, национальной одежде, сидеть там в зале, наблюдать, как они страдают. И мы очень скоро увидим развал империи зла. Россия должна гореть, потому что 400 лет они сжигут наши дома. Только один Хайбах – это большой показатель. Значит, первый прецедент был иск нашего правительства, нашей ассоциации против бандита, террориста Путина и его шайки. Второй прецедент – это по военным преступлениям в Украине. Иншаллах, третий обязательно будет. Мы с Айдемином уже в этом направлении начали работу. 26 февраля 1992 года моего народа 613 граждан Азербайджана убили лишь по той причине, что они этнические азербайджанцы. Беременным женщинам живот распороли только по одной причине, что они живут на своей исторической родине. А вот тут в зале сидят, как сказал великий Джохар, каждый чеченец генерал,
герой, каждый чеченец генерал. В этом зале сидят генералы. В этом зале сидят люди, которые потеряли своего сына. Мать погибшего сына, дочь погибшего отца. И в этом я не сомневаюсь, что мы победим. Мы победим, и я очень счастлив, и я перед смертью, у меня никакой страха нет. Единственное, я всегда Всевышнего прошу, чтобы хотя бы один день увидеть свободу Кавказа. И еще я вам скажу, Чеченская республика Ичкерия является нашей северной крепостью. Пока Ичкерия не будет свободен, ни одна кавказская страна не будет свободной. Этого мы должны знать, и во имя этого каждый из нас мы должны сделать все, что в наших силах, и пытаться делать все, что не в наших силах. И я очень рад, что сегодняшний день в войне между сатаной и праведными людьми принимают участие наши братья-ичкерийцы. И я очень рад, что сегодня эти наши герои, Хусейн и его все бойцы тут. Я особенно поблагодарил отца Хусейна, и сегодня я хочу поблагодарить еще раз. Спасибо за такого сына. Я благодарю каждого родителя, который воспитал такого сына. Для нас русские танки не страшные, русские ракеты не страшные. Для нас самая страшная вещь — быть рабами рабов. Мы этого никогда не примем. Мы... Аллаху Акбар! Я просто буду повторяться перед Международным уголовным судом. Я это отметил. Во время пешего марша от Страсбурга до Женевы у нас был флаг, который привезен из города Джохар. После того марша, как из-за моей участия, активной участия, наша команда выручили мне этот флаг, который прошел несколько пеших маршев. Этот флаг я смотрю даже не у себя дома, как боевое знамя храню в тайнике. Иншаллах, я в этом абсолютно убежден, что очень скоро этот флаг и мы будем раскрывать в героическом городе Джохар. Иншаллах. И в самом заключении я хочу одно сказать. У нас одна жизнь, как Джабу Амиржиби написал об этом в своем романе. Надо жить так, чтобы после твоего ухода не наступил мрак для тех, кто живет рядом со мной, с тобой. У нас на наши плечи выпала честь нести это тяжелое бремя. Да, нам трудно, мы под запретом. Вот они, свидетели Курочкины. В прошлом году нас сняли с панели, потому что мы хотим донести до мирового сообщества трагедию чеченского народа. 3 часа ночи меня резко разбуди, я могу все это наизусть говорить. Несмотря на то, что я сонный. Потому что я всегда об этом говорю. Об этом мы должны везде говорить, везде писать. Это бремя мы должны... Чем тяжелее будет наше бремя, тем глубже останется наши следы в истории. И я очень горд, что я представитель правительства Чеченской Республики Ичкерии. И еще раз возвращаюсь к цитате из Дата Туташки. Это мой герой, моя настольная книга. В своей стране это представитель своей семьи. За пределами своей страны тут представитель своего народа. Альхамдулиллах. Я каждый свой шаг всегда рассчитываю, как на это реагировал бы мой покойный отец, которого я последние его секунды через видеозвонок видел. Я не мог принимать участие в его похоронах. Это все я пережил не ради того, чтобы сегодня пойти против своего кавказского народа. У нас есть один Всевышний Аллах, у нас есть одна цель, у нас есть одно правительство, и у нас есть конечный пункт. Город Джохар. Слава Ичкерии! Аллаху Акбар! Спасибо. Микрофон, да. Следующий выступающий у нас наш гость с Украины Игорь Матычак, Украина.
Присутствует Игорь Матычак? Да? Так. Тогда ждем Игоря Матычака. Тогда будет сейчас выступать наш гость, правозащитник, специально прилетевшая с Израиля, Марина Пикулина. Марина также задерживается. И вот она идет. Добрый день, Марина. Спасибо большое. В общем-то, я собиралась выступать от имени организации «Тысяча женщин за мир», которую я представляю. И я хочу сказать, что я узнала о трагедии чеченского народа от моей подруги Зайнаб Кашаевой, с которой мы работаем уже более 15 лет в разных проектах. И я всегда с болью и с какой-то, знаете, печалью следила за тем, что там происходит. И Первая Чеченская война, и Вторая Чеченская война. И все это результат, в общем-то, агрессивной политики России, которая пытается воссоздать империю и закрепиться на мировой арене в качестве империи. И как продолжение этой политики стала и агрессия на Украину. И все это продолжается бесконечно. И, конечно же, мировое сообщество не должно с этим мириться. Оно должно поддерживать тех, кто борется за свою независимость и свободу. Свобода достигается большими усилиями. И каждый народ в демократическом обществе, вообще в демократическом мире имеет право на то, чтобы самим определять свою судьбу. Я извиняюсь, я волнуюсь немножко. И каждый народ имеет право самому не только определять свою судьбу, но и определять, как ему жить, какие традиции соблюдать, какую веру исповедовать. Это все должно быть определено в демократическом мире и должно поддерживаться, безусловно, мировым сообществом. Я приехала сюда по просьбе Зайнаб Кашаевой, чтобы выразить поддержку этому съезду и заявить о том, что мы, конечно же, поддерживаем независимость чеченского народа и поддерживаем всю его борьбу за независимость и за свободу. Спасибо. Огромное спасибо, Марина. Так, подошел наш товарищ? Нет еще. Тогда следующий будет. Слово предоставляется. Следующий товарищ также отошел, как я вижу. Так. Тогда у нас будет следующая Зайнаб Кашаева. Наша сестра, правозащитник, начальник департамента архивов Чеченской Республики Ичкерия. Зайнаб. Зайнаб, давай, время идет, выходи. Моя вторая мама, чеченская мама. Маша Тохет Сахоми, Вежи, Сахоми Ежи. Добрый день всем участникам конференции, гостям и всем присутствующим.
Я хотела бы сказать, я вообще не готова к выступлению, потому что я вчера отменила, потому что мы хотели выделить одну только женщину. Мы знаем, что это большая загруженность, все хотят выступить, все хотят сказать. И я думаю, что я только могу повторить все то, что сказали предыдущие выступающие. Вы знаете, когда... Мне очень сегодня приятно присутствовать здесь, находиться здесь, потому что я вижу, насколько мы сегодня объединены, насколько мы сегодня на пути и были, и остаемся к свободе. Мне многие, конечно, наши окружающие, можно сказать, я бы сказала, равнодушные люди, они немножко скептически относятся к нашему сегодняшнему объединению и к сегодняшней конференции. И мне многие говорили, когда я сюда собиралась ехать, мне говорили, что вы не надоело вам столько времени находиться на этом пути, не устали ли вы? И даже как-то немножко смешно, что мы сейчас, как Ахмед сказал, что мы выглядим уже не в том возрасте, вы немножко выглядите как бабки Путина. Ну, в данном случае бабки Закаева. Я правда, поэтому хотела, как в этой роли не хотела выступать перед вами, и хотела отдать более молодой, но не получилось как-то. Все равно как-то меня пригласили. Цундела ас ох эсгоду ахадукаяц вайтахана бинбол болха тахан бинбац тахан воевой просто гулумбу воуш китаду воуш дегваларду воуш горду. И еще раз хочу повторить на русском языке то, что мы сегодня объединились. Это не сегодняшняя работа. Это работа с 94-го года для меня. Для меня с 94-го года я в начале до 94-го года я проживала в Москве и далека была от политики, от всего то, что сегодня я имею, но душа, сердце, боль не могла остановиться и как-то приняла участие сначала в маршах, митингах в Москве и так оказалась в Чечне среди своего народа. Это целая история, это никому не нужно. Единственное, что я хочу сказать, мои совежие, мои братья, мои сестры, что я родом из Хайбах. Я действительно не просто знаю про Хайбах. Я слышала, как мои родители часто рассказывали тихо, шепотом о Хайбах. Сколько там было сожжено их близких родственников. И для меня, маленькая девочка, которая я не знала, что это такое, и плохо понимала в этом, я говорила своим родителям, я вышла когда выходила на улицу, говорила, что мои родители что-то попутали, называют немецкие войска, называют НКВД. Вот это я запомнила из своего детства. И почему я вот на этом пути стала? Потому что мне было вложено тот крик души моих родителей, которые видели сожжение Хайбах, которые выжили из этого. Поэтому я не перестаю всегда говорить, что это продолжение тех страданий наших предков, наших предыдущих борцов. Еще в заключение я бы хотела сказать, здесь тоже, когда было выступление предыдущее, я заметила тоже, что разве не было раньше у нас людей, которые
шли против сопротивления, или против правды, или против независимости. Были они всегда. И я тоже из своей жизни расскажу маленький случай. Мой дед Хамдулла Чукуев, который 25 лет учился в Дербенте религии, исламу, и вернувшись, его дважды, могу ошибиться, трижды депортировали в Бухару. Когда в последний раз он вернулся, он сказал: я не буду жить в этом селе, где очень много людей, которые не приветствуют мое направление. Цундел мот биатташия халнахи халоца Рамзанс Элерп, Бисланс Элерп выступление. Дук халавай, дук хала, дук бал хегна, вайдейш хегна, тахан вайна бисна и бал, тахана вай и бала, тахан сабит ардуэль дувай. Цундела, я хочу сказать, закончить историю своего деда. Он просто ушел в подземелье. Он 5 лет просидел Олштукас, 5 лет просидел в подземелье. Когда перед смертью, когда уже знал, он чувствовал, он дал дых ал-халас. Цундела бахас, вай тахан дейш бал хегна, вай дейш бал хегна, вай тахан бисан балбу, я бал вай даких, вай дал это, вай дал хунар, вай дал барца, вай. Главное во всем этом барт. У меня нет переводчика Ахмеда Закаева, я скажу, что... Кстати, это тоже хорошая помощь была. Да, я хочу сказать, что самое главное в нашем сегодняшнем встрече, в нашем сегодняшнем мероприятии, самое главное это чтобы мы были... согласие, надо же уже, я даже это, чтобы мы были в согласии и чтобы у нас было единство. Вот на этом единстве, на этом сегодняшнем мероприятии, чтобы мы остались как единое общее дело за дорогой вперед к маршу. Благодарим, Зайнаб. Благодарим тебя. Да. Никто, я думаю, ни один из чеченцев, Зайнаб, не забудет твое героическое выступление, которое ты сделала в Европарламенте. Да, Мула. Следующее выступление. Начальник информационно-аналитического отдела отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Гусейн Джамбеков. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Альхамдулиллах ва шукру лиллах. Приветствую всех наших гостей. Именно всех гостей, кроме из Украины, со всего мира, которые сегодня здесь присутствуют. Я немножко волнуюсь, потому что этот день очень знаменательный не только для меня и для всего чеченского народа, и не только для чеченского народа, и для всего для всех свободных людей на всем этом земном шаре. Потом хочу поблагодарить всех государств, которые приняли нас, чеченцев, в Европе и дали нам ту возможность, которую мы сегодня имеем. А потом благодарность от всего чеченского народа и всех бойцов украинскому народу и его руководству во главе Володимира Зеленского. Он для нас не только президент, легендарный президент Украины, но он является для нас боевым товарищем, так как он поднимает нам дух и дает нам то, что должен дать настоящий лидер своей страны. Потом хотел бы сделать дуа Всевышнему Аллаху, Господу семи небес и земли,
так как я сегодня имею эту возможность. О Всевышний, семи небес и земли, объедини сердца всех верующих под знаменем свободы и справедливости от себя, о Всевышний. О Всевышний, сделай украинский флаг символом свободы и справедливости. О Всевышний, просим Тебя, сделай флаг Ичкерии символом стойкости против зла. О Всевышний, просим Тебя, дай нам силы противостоять мировому злу русизма во главе с Путиным. О Всевышний, уничтожь этих псов адских и освободи всех верующих и неверующих, свободных людей от этого зла, который несет в себе Путин и его приспешники. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Амин. Потом, иншаллах, я продолжу на чеченском языке. Тебе переводчик нужен? Нет. Сун алурдар, охалгаветтан, шуна харкамиалда, хак долш сагвачунсо, я не заслуживаю того, чтобы перед вами говорить. Аллах свидетель этому. Почему я стою здесь? Это золотой путь шейха Мансура. Сегодняшний. Ахмадин экачелс болшболо, вайком халбел болшбол, конхиш, латбяш, дашлунек бур, нагмял чот, энехш хакча, хавави эн хамял чот, тилвелча, юхогнет, эвелч хасила хульш. Сунде угр хал сайк болас. Шейха Мансура и до сегодняшних современников, которые стоят на идее независимости. И этот путь, который очищает все прошлое, если ты до конца веришь в это и идешь по этому пути. И поэтому сегодня я говорю себе и остальным, пока ты на этом пути, ты герой. Ты остаешься сам. Поэтому на этом пути и в начале, и в конце я хочу сказать, все погибшие наши братья и сестры, Всевышний примет их джихаду. Потом хочу сказать, после этого хочу сказать, ты или говори, или я перевожу. После этого я хочу сказать, мы не говорим о тех, кто сегодня жив среди нас. Бош полкунхи, танкус хабах каншана барка олвей, хабах нитсакач болчана, Аллах дал диканс бекам бойлшун, валлахи ва биллахи ва таллахи, со кибола токегина огнет Аллах тара шубарка ашбила някушун. Это благодаря тем их предшественникам, которые прошли по этому пути. После этого если кто-то идет впереди, он может не справляться. Ему рядом нужны свои соратники, единомышленники. Сегодня мы призываем тех, кто любит свой народ, свою религию, своих отцов и свое отечество. Все они должны знать, когда мы произносим имя шейха Мансура, это означает, что наша страна была независимой, свободной и будет всегда такой. Сегодня наш противник, Россия,
Россия, которая утверждала, что нет чеченского государства, они точно так же сегодня утверждают, что нет украинского государства. Если мы сегодня это допустим, завтра они скажут, что нету ни народа чеченского и нету украинского народа, что, в принципе, они и сейчас говорят. حرمي ويليرمي وجرش وحدي لندو بيرتاح دوزل مرشا دايموك بيسي قونك شنشتام بيسا موحكي موحتي باتع أدم يحتسأولو قامل. Я извиняюсь, это стихотворение, я не готов переводить. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Все, я уже иссяк. Да. Я хочу сказать, сегодня мы готовы объединиться вокруг нашего переводчика, который идет по пути свободы и независимости. И мы сегодня ответственно заявляем, в поддержку нашего переводчика мы учреждаем партию. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! И наши сестры участвуют в этой партии и в этом процессе. Мужественные сестры. Иншаллах. Аллах дала. Вей. دائما حبيب بول شاريز والشيء نيقح كيشو نيس دويلوي شاخ دويلوي دونال دويلوين حلوال ال حيق قومو قيقن بيش قوان غش قوم قيقن بيش حلوال قوم вперед, и так пусть даст Всевышний нам мужество идти впереди. ساقونا حلوالش Если кто-то идет впереди, он призывает встать за ним и двигаться к справедливости, пусть Всевышний даст нам мужество пойти за ним. Он сейчас зовет мальчика, который обволок себя чеченским знаменем. Ну, Юсуп, это Ибрahim Икантуиз. Ага, все, точно, теперь я знаю, почему он себя. Да. Ага, вот, все, идет. Юсуп. Юсуп Уиз. What? How do you? What? عوض. Погоди. عوض. Погоди. ما شوية عجلة إن شاء الله يبوغ داتشن ويدلك ياش دلبوغ والله ويديخر دوش مدو دال مقلح هردوني ديش دو نو ديل دوها خلق دوها مخ دوها وي هردوني ديت ديزا هردوني ديتنا دال مقلها وي أقطع عشق دو كيتش دو هرقامي عد عدي هرزو شو قال شك دوق صلا ماشا علو قالير батальон, командир вошел, Хаджи Мурат. В завершение слова я хочу сказать, что мой командир батальона особого назначения Хаджи Мурат передал большой салам маршал всем участникам нашей конференции. Также Абдул Хаким Ажиев, который вчера они были на пути, но они не смогли переехать, там чисто по техническим вопросам. Они вернулись обратно. И после этого я здесь присутствую и выступаю перед вами.
Пока есть такие, как Зумсо и Муслим, иншаллах. Пусть Всевышний воздаст им за их труд. Аминь, аминь, аминь. Пусть все будет, удача нас преследует. Баркал, Хусейн. Да, я Берка Тиёль. Баркал, Хусейн. Также твоя группа поддержки и переводчик. Всем огромное спасибо. Сейчас у нас, просим всех внимания, сейчас у нас онлайн подключение с Украиной. Алексей Бобровник, Украина, журналист. Подожди, минуточку, еще не видим. Андрей, сейчас или подождем? Минуточку. Хорошо. Там в Украине света нет. Да, мы понимаем, в Украине периодически из-за бомбежек, ракетных обстрелов. Минуточку, Борис. Любую минуту может подключение быть и также отключение. Тогда следующее слово предоставляем Украине, присутствующей нашему гостю Алла Мусевич, депутат Житомирской области Рады Украины. Уважаемые делегаты и гости конференции, я очень горда. В первую очередь я хотела бы выразить благодарность за приглашение на эту конференцию. У вас сегодня знаменательная дата, вы празднуете 32-ю годовщину с дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете. Хотела бы сказать, что это действительно такое событие серьезное. И в первую очередь я хочу сказать, что горда быть сопричастной за эти демократические процессы, которые проходят в 21 веке, и именно с Республикой Ичкерия. Героям слава! Хочу сказать, что народы Украины и Ичкерии объединяет не только древняя история, но и глубокие параллели за государственность, за борьбу за право на самоопределение как нации. Один известный политик 20 века, президент, сказал: «Мы сражаемся, как наши отцы, защищая наше мировоззрение, провозглашающее, что все люди равны перед Богом. Противоположная сторона пытается разрушить эту веру и создать мир по своему образу и подобию. Мир диктатуры, жестокости, тирании. Никогда не было и не будет компромисса между добром и злом. Только полная победа может вознаградить борцов за терпимость, порядочность, свободу и веру». Это слова были провозглашены 32-м президентом Соединенных Штатов Америки Франклином Рузвельтом почти столетие назад, во время Второй мировой войны. Но, как видим, они очень актуальны и в нынешнее время. Точно так же, как и в далеком 43-м году. Потому что уроки истории некоторые государства и некоторые политики до сих пор не усвоили. Поэтому, реализуя свою имперскую политику Молдове, Грузии, Ичкерии, Украине, путинская Россия совершает захват территорий и продолжает геноцид наших народов. У нас очень много общего. Власти России называют лидеров чеченской
Республики Ичкерия террористами, нас, украинцев, неонацистами и бандеровцами. Вы, чеченцы, выстояли в тяжелейшей войне против России, которая была направлена на уничтожение вашего народа как нации. Точно так же и таким образом Путин действовал в Украине в 2014 году. Он сказал: нас там нет. В 2022 году он назвал войну операцией по денацификации и демилитаризации. Но настоящая цель содержалась исключительно в одном – разрушить Украину и ликвидировать украинский народ, который больше 400 лет ведет борьбу за государственность и за существование собственной нации. В 2021 году Украина отметила 30-летие с дня провозглашения независимости Украины. И уже 31-ю годовщину отмечала во время полномасштабной войны. В истории Чечни была Великая Кавказская война, продолжавшаяся больше 30 лет. После героического сопротивления народы были покорены Российской империей. После окончания Второй мировой войны в феврале-марте 1944 года чеченцы были депортированы сталинским режимом в Среднюю Азию. Не принесла желанного мира и новейшая история. Первая русско-чеченская война. Она принесла победу вашему народу. Вторая русско-чеченская война. Полное разрушение страны, изгнание правительства, тотальное разрушение Джохара. И что самое страшное, на протяжении многих лет гибли мирные люди, мирное население. Очень многие выехали за пределы вашей родины. Сегодня Украина на международном уровне поднимает вопрос о необходимости признания Голодомора украинского народа 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Также геноцида крымско-татарского народа 1944 года, преступной сталинской депортации чеченцев 1944 года и, как следствие, геноцида чеченского и украинского народов уже в 21 веке. Поэтому электронная петиция о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерии в кратчайшие сроки в Украине собрала 25 тысяч подписей граждан Украины, которые в соответствии с Конституцией страны были необходимы для начала ее рассмотрения главой государства. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией, и осудила геноцид чеченского народа. Это без преувеличения историческое решение наших украинских парламентариев и фактически означает признание независимости Чеченской Республики Ичкерия. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию и предложил Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия соответственно с Конституцией Украины и внести предложение, в том числе и касательно установления дипломатических отношений. Украина стала первым и до сих пор является единственным государством-членом ООН, реализовавшим такой решительный политический шаг. Думаю, что этот шаг станет существенным толчком к признанию странами Европы независимости Чеченской Республики Ичкерия. Без сомнения,
На это решение Верховной Рады повлияло и то, что многие чеченцы совместно с украинцами в составе вооруженных сил Украины воюют за Украину, отражая российское вторжение. И что может лучше продемонстрировать объединение двух народов в защите государственности? Конечно, это борьба против общего, коварного и жестокого врага. Мужественные бойцы, добровольцы батальона имени шейха Мансура воевали в Украине на Донбассе еще с 2014 года. У нас в Украине говорят: герои не умирают. Поэтому мы помним всех павших защитников с 2014 года, независимо от национальности. У многих может возникнуть вопрос, почему эти воины по своей воле идут на чужую для них войну? А потому что они понимают, условием освобождения их народов от российской оккупации является победа Украины в войне с Россией. И именно окончательная победа Украины на поле боя станет началом в деоккупации Ичкерии. А финалом нашей совместной борьбы будет рассмотрение Международным Гаагским трибуналом предоставленных нашими правительствами материалов против Путина и высшего военного руководства России. И, конечно, они понесут за все наказание. Завершить свое выступление я хочу словами человека, который присутствует в этом зале. Человека, который после начала полномасштабной войны первым выступил с призывом закрыть небо над Украиной. Именно он сделал заявление об объединении с украинским народом в борьбе против путинской России. Десятки, а может быть и сотни встреч в Украине, и как результат электронная петиция и признание оккупации Украины, признание оккупации Чечни, Ичкерии и, соответственно, независимости Чеченской Республики Ичкерия. И на сегодняшний момент именно Украина рассматривает его как официального представителя в своей стране. И, безусловно, он достоин цитирования. Это премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев. В одном из своих интервью он сказал: признание государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия – это начало справедливости. А от себя я хочу добавить, что Украина и Ичкерия достойны самой высокой справедливости, самоопределения и государственности, и как следствие процветания. И я верю, взойдет в Украине солнце. Слава Украине! Слава Ичкерии! Огромное спасибо, Алла. Сейчас, Андрей, как у нас онлайн? Сейчас на подключение Алексей Бобровников, Украина, журналист. Просим вас, Алексей. Баракалла. Баракалла. Thank you. Спасибо. Дякую. Я писал какие-то заметки себе для того, чтобы что-то сказать. Потом подумал, что между отключениями света и между
обстрелами, которые здесь происходят. Дело, наверное, и время не для больших речей, а как раз для таких исторических, скажем, анекдотов, да, вот, происходящих с нами сейчас в каждую секунду. И одно из выступлений Лачин, ваш консул в одном из наших ключевых для нас регионов, очень здорово и очень правильно сказал о том, что, цитируя одного из ичкерийских лидеров, о том, что каждый из вас генерал. В Украине есть такая поговорка, там, где два украинца, там три гетьмана. И мне очень хочется в этот день пожелать Ичкерии максимального объединения и максимальной солидарности внутри самого себя, самое себя. Наверное, у нас есть три фронта сейчас. У вас и у нас этот фронт один, но у нас есть несколько ключевых фронтов. Это милитарный фронт и это фронт дипломатический. И я хочу совершенно искренне сказать, что я не вижу дипломата мирового уровня лучшего, чем Ахмед Закаев, который может вести вот эту политику объединения и признания Ичкерии как того государства, которое обязано иметь свой суверенитет и свою государственность. При этом мы видим какое-то такое дребезжание в информационном поле с разных сторон, и попытки шельмить друг друга предателями, не до конца искать в себе ичкерийца большего, чем сами ичкерийцы. Это происходит всегда и всюду, это происходит в Украине, политическая раздробленность остается, но именно в эту минуту мы как раз едины как никогда. Мы, украинцы, очень хочется пожелать это нашим братьям-ичкерийцам, потому что только так сейчас получится добиться успеха. Но не забывать при этом о том, что демократия и те институции, которые мы все вместе строим, они никуда не денутся, и ваше избирательное право, как и наше избирательное право, их консенсус только путем вот этого права на свободу и на свободу слова. Поэтому очень горько иногда видеть эту разобщенность, но она часть, в общем, естественного процесса. Просто хочется сказать об этом для начала и сказать еще раз спасибо за то, что вы, господа, делаете то, что вы делаете. Потому что только так мы добьемся общего, единственного и главного нашего первого. А это победа над империей, где нет и не может быть демократии, где нет и не может быть ни свободы слова, ни свободы выбора, ни демократических институтов. Я не смог быть в Украине несколько лет, и эти несколько лет не смог посещать Украину и Ахмед Закаев. Мы встретились с ним в Киеве этим летом, и это было самое, наверное, для меня одно из самых радостных моментов, когда два человека, которые в разное время в силу абсолютно разных причин не могли быть в Украине, смогли здесь оказаться. И мы смогли здесь быть вместе в момент наиболее активной атаки Рашастана на нашу родину. У нас есть очень много общего, это правда, и спасибо всем, кто говорили об этом раньше. Здесь и сейчас я вернулся в Украину в конце февраля, в начале марта этого года. И это вот тот исторический, наверное, прецедент, анекдот, скажем так говоря, в англосаксонской традиции, да, анекдот — это случай из жизни, когда я своими глазами увидел единство всего мира вокруг защиты Украины от врага. Наш маленький взвод тогда, взвод в составе Интернационального легиона, в нем были азербайджанцы, в нем были грузины, в нем был израильтянин, в нем был американец, и все мы вместе тогда защищали Киев. И я помню, наверное, самый главный, самый трогательный, самый ценный для меня момент одного из боев, когда мы потеряли несколько наших лучших людей. Мы потеряли тогда Дотора Тиани, добровольца и профессионального военного из Сванети. Мы потеряли Гию Бериашвили. И это было несколько перестрелок, несколько стычек с врагом, когда мы уничтожили несколько единиц бронетехники, личного состава, но мы
потеряли наших лучших людей. И вытащив раненых, выйдя из боя, уставшие, большая часть из нас непрофессиональные военные, мы получили новость о том, что у нас есть погибшие. И один из нас, грузин по имени Вахо, исторически из региона Самегрела, который вспоминался сегодня часто в связи с Джабу Амирчиби, этой прекрасной историей про Дату Туташки, который легендарен для всего Южного Кавказа, для всего Кавказа. Этот парень вышел перед нашим таким уже разрозненным, где-то раздробленным, где-то частично разбитым взводом и сказал, что он один сейчас пойдет забирать эти тела, если не выйдут остальные за ним. Повернулся спиной и пошел в лес. И мы, конечно, пошли за ним. Это момент лидерства, это момент, когда настоящий командир принимает решение и на собственном примере делает это решение, воплощает его в жизнь и делает его реальностью. Я помню одну из самых трагических и самых, наверное, таких страшных и одновременно великих судеб этой войны. Это гибель генерала Исы Мунаева несколько лет назад, когда мой друг Ингуш звонил мне со слезами на глазах, с ломающимся голосом рассказывал о смерти Мусы, погибшего Исы Мунаева, прошу прощения, погибшего тогда неподалеку от Дебальцева. И это момент еще одного примера личного, когда генерал, много лет бывший в экзиле, как и Закаев, как и многие другие, как и большая часть из вас, этот человек, как я начал узнавать его судьбу в эти часы, в эти минуты разговора с моим близким другом, кавказцем, он полгода готовился к тому, чтобы прийти на эту войну. Будучи человеком, уже прошедшим свой собственный ад, он понимал, что он тоже должен показать личный пример, и он должен быть физически к этому готов. Я не в боевой обстановке, а в своей журналистской, типичной для меня профессии последние полгода после боестолкновений за Киев, мои грузинские братья продолжают сейчас воевать. Сейчас они здесь со мной, я не покажу их в кадре, они не показывают лиц, но здесь и сейчас они в Киеве между боями возвращаются на фронт завтра. И Самунаев полгода физически готовил себя к этой войне, подготовился к ней, вернул физическую форму и пришел воевать. Мы все часто отъедаем себе пузо между боями, я тоже отъедаю себе пузо, находясь на сейчас гражданских харчах. Это тоже нормально, но мы все понимаем и осознаем, что каждую минуту, каждый день и каждый час мы можем стать свидетелями и, вероятно, станем началом глобальной войны. Об этом писал и говорил Джордж Сорос, об этом писал и говорил десятки публицистов и аналитиков из разных совершенно, different walks of life, да, абсолютно разных профессий, разных специфик своей деятельности. Но мы говорим сейчас с вами о Третьей мировой, которая не просто looming on the horizon, не просто там где-то светится на горизонте, она является реальностью сейчас. Сбрасываем пузо, сбрасываем лишний жирок, возвращаем себе форму и продолжаем борьбу. Я искренне совершенно и абсолютно восторгаюсь тем, как сейчас наши интернациональные подразделения вместе с украинцами проходят путь, как говорят украинцы, в школу, путь вот этой подготовки, слаживания и вместе идут в бой. И для меня, наверное, главный критерий – это присутствие в Украине и присутствие на передовой. Мы видим то, как те подразделения, которые формируются сейчас, формируются с помощью нашего управления разведки, формируются с помощью нашего генштаба и, в общем, с полной зеленой линией, полученной от Владимира Зеленского и военного командования Украины. Они это делают сейчас и здесь. И для меня главный критерий того, кто является лидером в этот момент этого свободного ичкерийского подразделения, это те ребята, которые группируются сейчас и которые не только не боятся, потому что не мне вам говорить о страхе. Вы прошли страх тогда, когда я был еще мальчишкой и ничего не знал о страхе. Вы его прошли давно. И вернуться в обстановку страха, вернуться в этот момент кризиса, уже зная то, что он в себя представляет и что может принести враг,
наверное, в этом есть самое большое величие, перед которым я преклоняюсь. Поэтому здесь совершенно нет вопросов тому, кто научил кого воевать. Вы научили воевать нас. Мы до конца не понимали ни опасности, ни подлости, ни непрогнозируемости врага. Вы учили нас тем урокам, которые мы освоили сейчас вместе с вами. Поэтому уж точно не украинцам рассказывать чеченцам о правилах игры и о необходимости группироваться вместе. Это вы нам расскажете. Но чего я боюсь? Я боюсь вот этого раскола и разобщенности. Очень надеюсь, что сохранив демократичность свою и свою способность к абсолютному плюрализму, вы не пропустите тот самый главный и самый страшный, самый тонкий момент, когда мы не можем себе позволить разобщенности. Мы действительно должны вместе воевать, в том числе на дипломатическом фронте. Война началась не вчера, война началась десятилетия назад. Об этом мы все свідомі цього, да, осознаем это. Очень хочется пожелать вам в этот день вот этого общего, чистого, четкого знания будущего. Это будущее в единстве, и это будущее в нашей общей главной цели. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Это вдохновение и счастье. Спасибо вам огромное за вашу роль в украинском сопротивлении сейчас, потому что на личном примере людей и Северного, и Южного Кавказа мы здесь научились воевать. Наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Бисмиллахи рахмани рахим. Пусть Аллах Всевышний, в которого верите вы, я агностик и верю, наверное, в какую-то общую энергию и общую силу, которая живет в каждом из нас. Пусть эта общность нас продолжит вести к победе. Слава Украине и слава свободной Ичкерии. Героям слава. Благодарим, Алексей. Огромное спасибо. Благодарим за хорошие, добрые выступления, пожелания. Продолжаем нашу работу. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Так, следующий по нашей программе. Андрей, если Олег Дунда, депутат, 10 минут, да? Присутствует ли среди гостей Нестор Воля, Александр Корнеко? Не присутствует, он не смог приехать, к сожалению. Офицер движения сопротивления, Вильна, Украина, к сожалению, он не смог присутствовать. Поэтому у нас еще сейчас есть пауза, имеется в виду среди зарегистрированных участников, поэтому все, кто желает из зала выступить сейчас, 10-минутные, просим вас. Конечно, конечно, можно. Руслан Абдурзаков. Ассаламу алейкум. Делер маршал. Представлю немного Руслана Абдурзакова. Это патриарх нашей независимости, который стоял в первых рядах, соратник Жуара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева, Аслана Масхадова и, конечно, всех остальных и действующего сегодня руководителя Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Ну и член Совета старейшин. Товарищ Дина, и хошел вверх, 90-е годы, очень тяготек. За мной находится. Тяготек, отцу в зале, татуат, мы его повесили в зале. Далхан Хажаев эскиз привез. Эскиз этого флага принес Далхан Хажаев. Герб Султан Юшаев. Герб – это проект Султана Юшаева, художника. Я изготовитель и готовивший этот зал для съезда. Этот флаг
был уронен. После первого, как сказали, Эмират. Конституции нету, говорят. Ребят, жаль, что нету здесь Саида Хасана, Абу Муслимова и других, которые готовили эту Конституцию. Конституция есть, потому что в этой Конституции есть несколько глав. Тот, кто знает Коран и знает о Мединской Конституции, которая была сделана в Медине после выселения нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Там есть несколько пунктов из этой Мединской Конституции. И говорить то, что это неправильно, что нету никакой Конституции, это ложь и навет на нашего пророка, если честно сказать. Теперь, когда этот флаг был уронен, в 2007 году мне позвонили с Вены и сказали: ты готов ехать в Копенгаген? Я говорю: а для чего? Мы там должны встретиться. Конечно, готов. И мы приехали в Копенгаген. Были в доме Фирзаули. Приехал Ахмед. Там был и Сараляпов. Жалавды Сараляпов был, Гырги был, если Ахмед помнит. Нас было человек, ну, минимум человек 25. Друг с другом посоветовались и говорим: флаг уронен. Что будем делать? Мы должны кого-то уполномочить. Я в этот момент сказал: я помню, как я на Самуре между Азербайджаном и Россией на границе встречал Ахмеда, которого Масхадов назначил представителем президента в европейских странах. После этого он, как я понял, он возвращался еще домой. Я говорю: вот такое дело. Я говорю: Ахмеда знаю, говорю, мы в одном городе учились, жили, хотя Ахмед моложе меня, но визуально я его знал. И мы все до единого, и выступил и Сараляпов, каждый выступил и сказал: мы за то, чтобы правительство возглавил Ахмед Закаев, тем более бывший и в настоящее время указа о его упразднении не было. В сегодняшний день есть представитель президента в Европе. Какие разговоры могут быть? Еще министр иностранных дел, действительно. Какие претензии могут быть? Теперь я скажу о так называемой вот этой кучке. Коротко скажу. Спасибо им, вот этим нашим противникам. Почему? Потому что они нам не дают расслабиться. Но не больше. Я сегодня уверен, реперная точка в нашей организации, в ичкерийской организации, это Ахмед. Из Крепа он. Он сидит, самый старший из нас, первый чеченский защитник прав человека, Сейд Амин Ибрагимов. О нем можно говорить часами. Ну и ваш слуга по сегодняшний день, 73 года, жив, здоров, и надеюсь, пока домой не уеду,
Пускай кто хочет. В строю. И здоровье в строю. Аллаху Акбар. Да, لا سعد وين أص وين دعاء بوشار وين ديش غدوشون ويس منسى دليل وين دعاء باتش وين غديش بوش الشين دعاء بو خرسلش волтанга да يعرش وقت وين ده رزقلشون مثلا Negerdon. Apti. Negerdon. Asar dapo diyor. Apti solun karşı. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشو دول شو يجري. سعدي آخر دار يجري دويا. أقول لهم واشتوش أركمت يو أخي الله وصداء الواشتوش دي. كذلك لا داخل يحسن. باش صندوق لا تنساني استلا سجويا. هاي بيكش خيش واحد واتي. يجري ويتها هندوش الحل شو تدي شو تيك ديوس ونوع دوش الحل. هنسوا بيش بالبوق ويبرت خلت دوش الحول لنا. عبيش بيلش بروي دوي وتان لجدينا ويت حناغ ليش هقولهم شخ باقي وين النهر يسخر بيحسوا دوي سولي ويت عبرت خلا بس خليت على المشتري قميل شدويا تعوين يبقى تعزول مي قميش ماذا حارش هنس فوق مو انيه دوش ملر لا حارش ويجري دويا كان ديلي صبر دي حارش بيكشتري سوين بقى دي سديس انت كلمه تعلو اسك واحد صلوصه دويا يا ريس ما استنى خذ انت ما استنى Инна, как у нас? Все. Олег Дунда. Олег Дунда, да? Так, у нас есть подключение с Киевом. Депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Добрый день, Олег, мы вас слушаем. Вам слово. Кстати, хотел бы сразу сказать, как я вас понимаю, вашу борьбу вот сейчас, именно в 95-96 году. Вот мы сейчас ощущаем все то, что, скорее всего, ощущали вы тогда, и вы победили, и мы победили. Но хотел бы вас в первую очередь поздравить с очередной годовщиной 32 года, как вы приняли Декларацию о суверенитете. Фактически вы, как ичкерийцы, как гордый, умный народ, возглавили тот процесс распада Российской империи, который происходит на сегодняшний день. И вы первые должны будете в конце концов обрести суверенитет. Мы, как Украина, обрести и возглавить свое правительство, определять свою судьбу как не оккупированное государство, а как естественный, нормальный субъект мирового сообщества. Вы должны будете присутствовать и в ООН, и в других, и в ПАРЕ, и в других организациях, безусловно. И мы, как Украина, вас понимая и ощущая, мы стоя плечо в плечо с вами в 95-96 году, это осознаем и вас поддерживаем. Ведь не просто так мы недавно, месяц назад, приняли решение Верховной Рады о том, что признать как вас как оккупированным государством. То есть мы уже априори признаем как вас независимым, только находясь в оккупации. И это в первую очередь благодаря вам. Потому что вы в 90-х годах прошли этот тяжелый и сложный путь. И обрели свою независимость, вы определили свои органы управления, вы определили своих представительских органы власти и все остальное. Более того, вы тогда победили Российскую империю. Это была ваша победа. И в нашей борьбе сейчас мы очень часто обращаемся назад, в те времена, и берем с вас пример о том, как вы воевали, какие вы методы борьбы применяли. Также и мы являемся наследниками вашей этой борьбы. И, естественно, наш порыв и наше желание вас поддерживать в этом всецело. Мое личное мнение и мнение, в том числе и украинцев, большинства украинцев, более 90% так точно, и то, что голосовали в Верховной Раде 300 депутатов, безусловно, о том, что наступает момент, когда вы сможете обрести свою субъектность, когда вы сможете вернуть свою землю себе в свои руки. И мы вам это поможем, потому что вот это принятие
этого постановления относительно о том, что вы являетесь оккупированным государством, это не только признание Украины, это признание Украины о том, что мы и воззвание Украины ко всем остальному международному сообществу и остальным государствам сделать то же самое. И это первый шаг. И дальше мы должны его пройти совместно с вами. И не просто так Ахмед Закаев с нами, с народными депутатами встречался несколько недель назад, и мы это обсуждали и говорили о том, что Украина готова сделать для Ичкерии, в поддержку Ичкерии. Потому что без вас развала этой Российской империи не будет. У нас общая цель и общая задача. И мы готовы в этом помочь. И говорили о том, что уже нужно думать и организовывать в Украине дипломатическое представительство Ичкерии, независимой Ичкерии. Потому что такое государство существует, такие люди есть, такой народ есть, и они имеют право на это. Мы говорили о том, что Украина должна подставить, она безусловно подставит свое плечо и свою руку для того, чтобы вас признали другие государства. И я думаю, в ближайшее время у нас будет 31 января следующего года большое парламентское заседание, большая платформа на базе Европейского парламента, на котором мы об этом также будем коммуницировать и говорить европейским депутатам о том, что время не то, что необходимо это сейчас делать. Мы его передержали, мы его задержали. Нам нужно бежать сейчас быстрее для того, чтобы признать ичкерийцев, признать окончательно право субъектности ичкерийцев во всем мире. Мы говорили о том, что надо делать паспорта и признавать паспорта. Надо усиливать дипломатические связи в общем. Что бы я хотел сказать? Что на следующий год, исходя из того, что мы оговорили, у нас с вами есть большая задача, которую мы обязаны реализовать к следующему празднованию вашей декларации о суверенитете, 30-летней. Чтобы мы могли сказать о том, что через год, что мы сделали, чего мы достигли. И что те задачи, о которых мы обсуждали, мы достигли, и уже ваша субъектность уже буквально вот-вот в ваших руках. И что ичкерийцы уже буквально завтра смогут принимать решения о своем пути в этом мире, о своих союзниках, о своих экономических отношениях, о своих дипломатических отношениях, в какие союзы вступать, какие страны признавать, какие нет, и в конце концов, в какую сторону двигаться. И это зависит в первую очередь от нашего с вами сотрудничества. Поэтому я вам еще раз поздравляю вас с этим праздником, но при этом еще раз настаиваю, впереди у нас большая и сложная работа. И нам нужно полностью закатить рукава и заниматься только этим, чтобы нам было что передать и нам, украинцам, и вам, ичкерийцам, было что передать нашим детям и внукам. Еще раз, с праздником вам. Слава Украине и слава Ичкерии! Героям слава! Спасибо, Олег. Огромное спасибо за вашу поддержку. Будем работать и дальше вместе, рука об руку. И да, за нашу и вашу свободу. Так, следующий выступающий у нас, это, я думаю, неудивительно, что у нас очень много гостей и онлайн участников с Украины. Наши государства, наши братья, наши воины сплетены сегодня, наши сердца сюда вместе. Мы боремся вместе, у нас одни цели, поэтому в том числе и информационной войне, как добавляет уважаемый Майрбек. Следующая гостья нашей конференции, участник Ольга Веснянка, правозащитница и журналистка, специально прилетела из Киева. Просим вас, Ольга. Шамиль, где Ольга?
наверное, да, девушка отлучилась на короткая пауза. Да. Все понятно. Так, следующий. Кто хочет выступить? У нас есть свободное время. Армелю. Следующий участник также украинка Галина. Я не украинка, я белорусская. Вот, белорусская она. Я видел по знанию, что не украинская. Тем более очень приятно. Следующая участника Галина. Да, я Галина Матюшина. С 99-го года живу в Бельгии. И с 99-го года 2000 я познакомилась с чеченской диаспорой, которой мы идем вместе, параллельно, вместе и параллельно. Посмотрите внимательно, мы боролись и против войны в Чечне, мы боролись с диктаторским режимом в Беларуси. Мы сейчас всеми силами поддерживаем Украину, и у нас каждое воскресенье в Антверпене проходят антивоенные акции. И сегодня я просто радуюсь тому, если так сказать можно, что у нас не только украинские флаги развиваются в Антверпене, но флаг, чеченский флаг и флаг белорусский. Посмотрите на мой белорусский флаг. Сегодня Беларусь — это, посмотрите на флаг Ичкерии, и вы увидите, что часть нашего белорусского сердца. Ичкерия — это наш белорусский флаг. Я хочу сказать, что прошу вас понять нас, белорусов, что Беларусь сегодня — это не диктаторский режим Лукашенко, это страна, которая тоже оккупирована, в которой российская армия, с которой ракеты взлетают и бомбят мирные города Украины, убивая мирных жителей. Беларусь сегодня — это чудовищные репрессии против собственного народа. Белорусы у нас переполнены белорусскими политзаключенными, белорусские тюрьмы. В камерах, в которых нужно быть 4 человека, находятся по 16, не передают письма. Издевательства. Многие белорусы были вынуждены покинуть страну. У нас есть белорусский батальон имени Костуся Калиновского, который воюет в Украине. И я горда тем, что один из белорусов, который жил в Антверпене. И сегодня я обращаюсь ко всем нам, что нам надо объединяться. У нас один общий враг – это путинская Россия, и мы все должны помогать, чем только можем. Потому что от вклада каждого, от маленького, большого, от любого нашего действия мы приближаем победу в Украине, и значит у нас появится время строить демократию в наших странах, которые должны быть свободными. Мы должны объединяться, и я вспоминаю слова Ахмета Закаева, который говорил, что мы уже ветераны, и нам надо передавать. Я встречаю здесь в Бельгии, и у меня много друзей, чеченцев, которые выросли уже дети, молодежь, уже у них семьи, много образованных, врачи, инженера, правозащитники, то есть много-много разных людей, которые предстоит строить будущее в Ичкерии, в свободной уже другой совсем стране. И я считаю, что еще одно мы говорили, экономическая составляющая, образование, но надо, чтобы наша молодежь шла в европейскую политику, чтобы шли в европейские партии. Тогда будут депутаты, наша молодежь, которая здесь выросли, они будут депутатами, и они будут принимать решения в европейских парламентах, национальных парламентах. И хотела сказать большое спасибо чеченской диаспоре, которая взялась на себя организационные функции, Ибрагиму, и он лично... Его сын, который здесь выходил, он у нас каждое воскресенье с флагом чеченским на антивоенном митинге. И это так здорово, когда мы взрослые, дети, наши внуки, мы все вместе, все национальности. И поэтому в Беларуси у нас сегодня наша белорусская историческая «Живе Беларусь» — это экстремистский лозунг. Поэтому я хочу сказать сегодня «Живе Беларусь», слава Украине и слава свободной Ичкерии. Спасибо. Спасибо, Галина. Мы теперь не забудем ваше имя, фамилия и, конечно, откуда вы приехали. Белорусская. Следующая участника Ольга Веснянка, правозащитница и журналистка, специально прилетевшая на нашу конференцию с Украины, с Киева. Просим вас, Ольга.
Мне не совсем удобно к вам стоять спиной. Я прошу прощения. Мне очень нравится то чувство юмора, с которым этот исторический момент происходит. Я, честно говоря, не верю, что это происходит. Я, возможно, буду сумбурна. Я не заготавливала речь, я ее не печатала, не везла, и я не прилетела. Алимаша хотела пошутить, что пришла с рюкзаком и рада быть возле окон, в которые сейчас не прилетит. Сейчас не прилетит, да? У меня очень много эмоций по поводу предыдущих выступлений, и я совсем чуть-чуть попробую поделиться. Тут надзвычайно. Мне, честно говоря, неприятно говорить на русском, я прошу прощения. На английском я не успею. Тут очень достойные люди, и просто то, что я рядом с вами, действительно защитники. Я все-таки, знаете, как сказал Алексей, мой собственный брат, братик, как мы говорим, я не считаю, что нужны антивоенные митинги, я не считаю, что граждане и гражданки Ичкерии воюют давно в Украине. Я считаю, что защищают, и защищают не только Украину, защищают континент Европа, который, возможно, еще в эту секунду, вот еще сегодня, не совсем континент осознал. Вот депутатка Европейского парламента была на включении, и, конечно, эти силы есть. И, конечно, практически каждый день все больше уже то, во что не верили. Например, сейчас вера и в НАТО возвращается, когда Генеральная Ассамблея, хотя мы, ну давайте честно, мы понимаем, это политическое высказывание, да? Генеральная Ассамблея НАТО утверждает, что необходимо, мне придется говорить достаточно аккуратно даже сегодня, в этом году, потому что еще предстоят встречи в Европе в связи с верховенством права и с ответственностью, как вы правильно заметили, с ответственностью за преступление агрессии. Это такое материнское преступление, скажем, Mother of the Crime, в которое включает в себя преступление ненависти и военные преступления, как вы совершенно правильно заметили, на территории, да, независимой Украины. Почему я в руках держу? Казалось бы, это такая простая вещь у многих в машинах. Дело в том, что да, я гражданка Украины, я патриотка Украины, и давно говорила те вещи, над которыми смеялись, и я удивлена, что это возможно и здесь сегодня, потому что даже 24 февраля, 25 я написала пост в Фейсбуке, что сейчас начинается распад Российской империи, империи оккупанта, и что после победы мы увидимся в Джохаре и в Уфе. И вы знаете, я получаю очень часто годами много смеющихся смайликов на свои публикации, но я знаю, что так и будет, И я специально сюда за свой счет, мне никто не делегировал, мне никто не приглашал, но я рада, что здесь есть коллеги, я рада, что Зайнаб Гашаева представлена, ведь мы знакомились в Амстердаме вместе с Натальей Стемировой за год до ее убийства, и шлю привет Майербеку Тарамову, я еще здесь не видела, наверное, всего возраста. Вы здесь? Я не верю, вы в 2006 году были на радио и говорили на чеченском, это я вас приглашала, если помните, такое молодежное, как вы говорите, радио. Да, в Фейсбуке также есть. Я очень рада, что мы, многие из всех нас, по большому счету всех нас, как бы живы и могут быть здесь, и фактически мое выступление, оно за многих нас. Так вот, вот этот оберег, это из родины моей мамы, из Башкортостана. Мой прапрадед был мулой, дважды делал хадж в Мекку, и я Алексею бы хотела заметить, я ему еще напишу, что вот он обратился: уважаемые господа, мне очень нравится, как многие здесь из Ичкерии, как с уважением относятся к женщинам, это стереотипы, что относятся без уважения, как говорят сестры и братья. И посмотрите на Иран, все-таки важно, если зло как бы не имеет вот такого измерения. Если есть зло, то противостоят и братья, и сестры, и те, кто на истине. Да? Мы всеми, хоть у меня, допустим, волосы сейчас не прикрыты,
Но эту прическу делала моя подруга Татьяна, которая месяц голодовала, не знаю, как это на русском, в подвале на Киевщине во время оккупации кадыровцами. И я рада, что она выжила, и что она может мне делать эту прическу. И я шлю сил всем тем, кто пережили, кто не являются жертвами, кто пережили оккупацию, геноцид, преступления против человечности. И я уверена, что мы с вами встретимся, ну пусть на правозащитной конференции, в Джохаре и в Уфе. И в Уфе. Благодарим вас. Дякуем, Ольга. И, сейчас уже перерыв, а потом продолжим. Сейчас время уже, первая сессия наша заканчивается. Время уже практически 12 часов 26 минут. С 12:30 до 13:15 у нас перерыв. Такой вежливый. Хазламаз деш, она жимал кофе, молчу кофе, молчум дирдуй. Сделаем зихан, нюк за буа болчашел, ой, тогда конча мусафир хола, да еще буа болчашел, ламаз дешум дирдуй. Так, за буа болч, вы видите, что куза умакерчи нюшун, а ган тума дайса тати, Ибрахим. Из-за хаздик кибвалби. Раз. Я сейчас поставлю, что ли?